Всем огромный привет! Если вы видите довольное лицо Михаила Кириллина и сияющую Марину Николову, значит, вы смотрите 281 выпуск программы «Пропеллер». Ну, наконец-то я ощутил новогоднее настроение, а все потому, что посмотрел сюжет Славика Прешева. Наш Вячеслав посетил праздник зимы, катался на горках, водил хороводы и прекрасно провел время на морозе. Ну что ж, давай зарядим новогодним настроением и наших телезрителей. Смотрим! Дорогие друзья, всем привет! Мы находимся на 202-м микрорайоне, где сегодня открывается Айсариум, но некоторые меня бы сейчас спросили: Славик, а почему ты с бородой? Отвечу: именно сегодня, буквально через несколько минут, сюда приедет Дедушка Мороз. Именно тот Дед Мороз, настоящий, у которого есть такая профессия, прям из Великого Устюга. И у корреспондента Пропеллера есть к нему несколько вопросов. В рамках промо-акции «Зима начинается с Якутии» состоялся долгожданный праздник зимы. На городском пляже в этот день было множество детворы. Все пришли посмотреть на сказочный ледяной комплекс «Айсариум», который воздвиг филиал Байкальского государственного университета экономики и права. Все веселились, катались на катке и лихо носились по горкам. Значимость комплекса «Айсариум» подчеркнул мэр города Якутска. Здесь у нас сегодня мероприятие, которое Байкальский государственный университет экономики проводит. Пропаганда здорового образа жизни. Здесь было, очень много школьников, которые поделились с нами своим настроением и впечатлениями. Ребята, привет! Привет! Ну как тебе Айсариум? Что запомнилось больше всего? Больше всего, тут везде красиво. Классно кататься. Сегодня приезжает Дед Мороз. На чем он приедет? На оленях или на УАЗике? На УАЗике. С наступающим Новым годом! Ура! К сожалению, Дед Мороз с Великого Устюга не успел залететь на своих сказочных санях к нам на праздник. Но детишки вовсе не расстроились, ведь и этот очень похож. И борода на месте, и мешок с подарками. А еще мы узнали, что большинство из этих детей, вы не поверите, моржи. У вас тут ведра. Скажите, чем вы еще будете сегодня заниматься? Мы будем обливаться, мы выйдем в трусах и обольемся холодной водой. Самой ледяной водой. Тебя как зовут у нас? Максим. Сегодня у нас обливаешься или ты просто смотреть приехал? Или вообще какая цель твоя сегодня? Обливаешь? Друзья, у нас такие дети, сегодняшний день будет очень насыщенным. Традиция обливания идет еще с древних языческих времен, когда наши далекие-предалекие предки поливали друг друга водой. Это символизировало очищение, как физическое, так и энергетическое. На празднике зимы свою смелость проявили участники клуба «Сатори». Вот таким сказочным был праздник зимы. Все завершилось хороводом у ледяной елки Айсариума. В общем, рекомендуем всем посетить ледяной городок и хорошенько зарядиться новогодним настроением.